Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ». Меня зовут Гляхметов Ринат, я из города Нижнекамска, на данный момент живу в городе Казани. Веду блог в социальных сетях «Татар Малай». Отлично. Кто по специальности, вы где работаете вообще по жизни, или блог — это ваша основная сфера деятельности? Блог мой – это мое хобби. Первое образование у меня я получил в городе Нижнекамске, Московский гуманитарно-экономический институт. Учился я на юриста. Второе образование – это банковская школа. На данный момент я работаю в Казани, Центр креативных технологий «Луна». Это мое 13-е место работы. То есть я начал работать с 17 лет, и в основном большой такой поток работы это был как раз во время учебы. То есть я там почти 5-6 работ поменял, но это было связано не с тем, что нестабильностью, а по зарабатыванию просто денег, хороших денег. Сколько вам сейчас лет? Мне 32 года будет в августе 22-го. Как пришла идея завести блог, и вообще именно такой вот блог такого формата на татарском языке? Изначально я не планировал вести какой-то блог, не планировал стать блогером. У каждого, наверное, вот в моем возрасте есть любимая деревня. И мне хотелось показать свою любимую деревню в интернете, чтобы она стала известной. Так как у нас там нет интернета, то есть дорог, просто показать то, что есть такая глухая деревня, где все круто, где прошло мое детство, там первый поцелуй, первые драки, то есть первые клубы, первые танцы. Соответственно, я хотел просто, чтобы был блог деревни. Начал вести группу, никто не подписывался, никому было неинтересна моя деревня. Потом переименовал уже в наш город, то есть там Нижнекамск, начал наш город позиционировать с хорошей стороны. В нашем городе, в принципе, тоже в то время мало чего можно было фотографировать. Потом я начал глобально думать, переименовал на Татарстан, начал фотографии Татарстана выкладывать. Тоже медленно шла подписка. То есть, видите, какая тенденция, не сразу это. Потом переименовал на Татар Comedy, начал просто татарские приколы выкладывать. И после этого, где-то, когда 9 тысяч подписчиков было, люди уже начали интересоваться, потому что я же как админ вел. Им стало интересно, кто же ты, расскажи о себе, админ. Когда уже 10 тысяч стало, я сказал, вот это я, меня зовут Ринат. Все удивились. Почему удивились? Все думали, что я девочка, потому что всегда были позитивные посты, всегда были там лайки взаимные, всегда были хорошие позитивные комментарии. Вот я говорю, нет, я не девочка, я мальчик. И после этого, когда уже где-то, наверное, 12-13 тысяч стало, я решил то, что если вдруг действительно я стану популярным, и плохо будет, если у меня там ассоциация будет, там, кто это, вот ник Татар Comedy, что-то не то. И я уже думал и переименовал на Татар Малай. Вот такая, видите. Не сразу, я вообще об этом не думал, что стану блогером. Как давно вы ведете, получается? С 21 декабря 2015 года. Такой небольшой промежуток, в принципе. Да, вообще небольшой. То есть тогда уже и блогеры были, тогда я и сам уже, как-то, так скажем, не молодой. Все получилось спонтанно и такая, я думаю, связано с любовью к деревне, с патриотизмом вообще к Татарстану. И вот то, что все позитив. Я люблю позитив. Раскручивали как-то свою страницу или постепенно все сами подписались? Постепенно сами все подписывались. Я знаю то, что есть различные серверы, да, но там надо давать свои пароли. А я человек такой, я боюсь и, соответственно, думаю, вот я сейчас кому-то дам, там накрутят мне подписчиков, а потом бац, и пропадет мой пароль. В связи с этим никогда не накручивал и всегда прошу людей не накручивать, потому что сейчас, если можно было, допустим, накручивать лайки, сейчас, когда ты выкладываешь видео, показывают просмотры. И, сейчас, конечно, научились и просмотры просматривать, и когда, допустим, у тебя там 10 тысяч подписчиков и там 200 просмотров, это видно, что человек уже накрутил и уже понимаешь, ага, думаешь, не настоящий. И если бы я накрутил подписчиков, в принципе, наверное, даже я бы здесь не сидел бы. Я был бы там ботовым блогером, который там такой крутой среди накрученных подписчиков. Вот. Но все равно, наверное, подписчики больше приток, наверное, проходит после того, как вы с какими-то звездами, может быть, фотографируетесь. Я вам сейчас, скажу такой секрет. В принципе, не секрет, я секрет всем именно в интервью раскрываю. Мои подписчики любят, когда я отдыхаю в деревне, когда я отдыхаю с родными, когда какой-то интересный материал простой, то есть не городская жизнь, а деревенская жизнь. Да? Был большой поток, когда я приехал специально в деревню пасти коров, специально, то есть я взял день с работы, да? Но перед
То есть, когда мы проснулись, надо было пасти коров, пошел снег, и мне такие, ну, наверное, уже, ну, не надо уже, последние дни, там как раз октябрь, начало ноября. Я говорю, нет уж как не надо, говорю, я специально приехал в деревню, чтобы пасти коров, чтобы это снять и показать подписчикам. В итоге мы пошли, пасти коров там, я начал снимать, снял ролик, очень интересный, прикольный, да. Вот как я его выложил, в течение 2 дней почти что 600 человек подписались, это живых. То есть они, видите, когда какой-то такой вот ролик выкладываешь, он дает такой всплеск. И когда я уже вот интересуюсь, я говорю, ну там вопрос, допустим, задаю, а когда вы ко мне подписались, помните? И многие говорят после вот именно этого видео, когда я там пас коров зимой, видите, как это, ну, смешно, зимой. То есть люди делятся, отправляют, типа, что он там зимой коров пасет. То есть именно такие видео дают большой импульс и распространяются. После уже сделал большую серию, начал выкладывать в YouTube, правда, там мало подписчиков, но уже большие паблики начал отправлять, чтобы, если им будет интересно, они выкладывали, и, соответственно, ну, такого не было, чтобы блогер снимал по-татарски, как он пасет коров зимой. То есть, вот видите, ну, таких много было видео. Вот сейчас еще один пример приведу, я просто, по сути, болтун. Пришел я к дедушке в деревню, уже в другую деревню, и тоже диалог, простой диалог, я говорю, как зовут коз, он сказал название, я начал смеяться, все это записал, выложил, и тоже такой всплеск интересный, потому что там Маша, там Таня, такие названия, и, в общем, такие вот видео, они распространяются быстро-быстро, то есть такого просто нету, такого контента не было. Вот. Популярность очень, наверное, способствуют ваши флешмобы, которые вы проводите? Да, совершенно верно. Один из таких больших толчков — это мой флешмоб «Яраткан жарым», когда вот у меня как раз-таки было, когда я переименовался на Татар Малай, я решил то, что надо сделать свой татарский флешмоб, потому что в то время было этот Харлем Шейк, люди танцевали, тоже всемирный флешмоб он стал, потом Айс Баскет начали, ну, это как раз-таки водой обливаться, да, я говорю, надо какой-то флешмоб, чтобы распространился. Думал я, советовался со всеми, с родителями, там, с бабушкой, с дедушкой, я говорю, как надо сделать так, чтобы объединить всех татар, и чтобы они поддержали меня именно в социальных сетях. Толком ничего мы не решили, вот давай это, там, что-нибудь может готовить, что-то выкладывать. Я говорю, сложно. И у меня есть любимый певец, один из любимых певцов, это Элвин Грей. Значит, сижу я, значит, видео смотрю его, и он там, и весь зал поет там одну песню, «Елама Ярсума». Весь зал поет, у меня такие мурашки по телу, думаю, песни. Я запустил флешмоб «Яраткан жарым». То есть я не сам спел вначале, я просто написал то, что пойте, я буду выкладывать у себя в Инстаграме. Тогда я был один из самых больших пабликов, ну, как бы, блогеров, вообще простых, то есть не артист, никто, просто обычный парень, который готов выложить вашу песню с большой аудиторией. Народ начал петь, я выкладывал всех, то есть хорошо он поет, плохо он поет, там много было критики, почему ты их выкладываешь, которые не умеют петь. Я говорю, основная цель-то какая флешмоба? Яраткан жарым, вне зависимости, как ты поешь. То есть у всех же есть любимые песни, но он не умеет петь. Выкладывал. После этого подхватило СМИ, там первый телеканал взял интервью, первое радио взяло интервью. После этого уже потихоньку уже средства массовой информации начало интересоваться мной. И вот так вот тоже как бы вот именно в разделе СМИ я стал тоже популярным, таким известным, так скажем. То есть вот Яраткан жарым флешмоб очень большой такой всплеск дал. Именно как блогера, как человека, который там запустил что-то интересное. Если взять вот флешмоб Яраткан жарым, да, сейчас на данный момент больше 5000 публикаций. Если вначале пели в Татарстане, потом начали петь татары, которые в России живут, начали петь, даже не начали петь, начали просто включать татарскую музыку где-то за границей, допустим, в Арабских Эмиратах едут, он просто не может петь, он просто включал там Салават Фатхетдинова, ехал, либо, допустим, проезжала какая-то крутая тачка, и там татарская музыка. То есть все, что связано с музыкой, начали выкладывать, это вот прям распространилось. Люди едут отдыхать, допустим, в Париж, они возле Эйфелевой башни поют песню, там куда-то в Египет, возле там пирамиды. То есть в таких прикольных местах начали петь. И вот, ну, как бы стало прикольно. Я начал их выкладывать, и, в общем, вот так вот все прям, цепочка понеслась. То есть до сих пор выкладываете? Да, до сих пор выкладываю, до сих пор. Я уже отдельно аккаунт создал. Если вы вопрос об этом зададите, я вам расскажу. То есть поток очень большой, я уже с ним не справляюсь. Я специально сделал другой аккаунт, где вот это все перенаправляю, и туда. Постоянно поют в день, знаете, 2-3 песни поют люди. Сейчас какой формат у вас блога? Вы, может быть, тревел-блогер по Татарстану, либо просто смешные вайны какие-то выкладываете? Есть какое-то определенное направление, в котором движетесь? Да, есть определенное направление, именно направление как блогера. То есть я рассказываю о своей жизни, где я ходил, что я делал, стараюсь снимать видео. Если раньше, допустим, я не думал об этом, то, что надо какие-то специальные татарские мероприятия ходить, теперь я специально
планирую, что надо, допустим, осветить это событие, надо рассказать своим подписчикам, что есть там такое мероприятие, есть там Дни татарской молодежи, оказывается, есть там где-то в Азнакаево, допустим, гора Чатыртау. То есть я уже специально планирую, уже 70, сейчас уже, наверное, 80% жизни планирую под Инстаграм, чтобы рассказать. То есть я уже понимаю, что я как СМИ. И если, допустим, в один год, позапрошлый год, я ездил тур по Татарстану, и видео снял в Свияжск, где там гольф. И многие были удивлены, что у нас есть, оказывается, такие крутые места, крутая площадка, как в Америке, где есть гольф, где играют. То есть люди удивляются, люди смотрят. В основном даже не путешествия, а просто как лайфстайл. То есть жизнь. Ну, не красивые картинки, а обычные. То есть чем проще, тем лучше. Народу ближе. Да, знакомите с культурой татар, можно сказать, и с татарскими звездами, да? Вот часто с ними фотографируетесь, укладываете. Да. Дело в том, что у каждого обычного парня такая мечта там, встретиться с популярными людьми, да. Некоторые, допустим, думают, что я там, ну, как бы не думаю, там, типа, ты популярный, там, у тебя больше подписчиков, чем у меня. А мне, наоборот, прикольнее с ним сфоткаться, потому что я с детства там уже там, песни его слушал, там, как бы. И это уж просто для дружбы, для хайпа, для себя, просто мне самому охота. Я сам первый подхожу, давайте, пожалуйста, сфоткаемся. Бывает, конечно, и когда ко мне подходят, но в основном я подхожу. Это просто жизнь, просто охота познакомиться. Много еще артистов, с кем я не знаком, но хочется познакомиться. Вот сейчас вы в основном выкладываете свои посты на татарском, на русском уже как-то пореже. А почему вот отсекаете такую аудиторию большую русскоязычную? Дело в том, что я всегда, не всегда уж, вначале я вел на татарском языке, потом как-то задал вопрос своим подписчикам, я говорю, вы не против будете, если я, допустим, буду дублировать, что там, такие, нет, не надо, ты же татарский блогер, ладно, я эту тему заставил, думаю, просто не буду это поднимать, просто молча буду дублировать. В том году я ездил в Всемирный фестиваль студентов, да, много с кем познакомился и начал уже реально переводить, писать на русском. Там, неделю переводил, вторую неделю, третью неделю я забыл, четвертую неделю забыл. И остался на том, что если кто-то просит перевести, я с удовольствием перевожу. Просто порой это, ввести блог это очень тяжело, а тут еще и переводить отдельно. А когда ты, допустим, переводишь в 2-3 словах, мне пишут, ты же неправильно перевел. Я говорю, я смысл же, говорю, передал. То есть хотят, что я прям, если уж я перевожу, дословно переводить. Но это сложно. А так, если кто-то пишет, типа, ой, так прикольно, еще бы понять, что там сказано. Я с удовольствием перевожу. Понятно, что я отсекаю большую часть. Ну что поделаешь, кто со мной, тот со мной. С подписчиками общаетесь, на комментарии отвечаете, там, на сообщения? Да, это, знаете, вот это один из успехов блогера, когда он общается со своими подписчиками, когда он всем отвечает. Я сам такой человек, который не любит оставлять сообщения без ответа. То есть, если, допустим, там даже с девушкой общаешься, спокойной ночи, пока. То есть последнее сообщение должно быть почему-то за мной. Там, последнее сердечко, последнее это. Я думаю, это хорошая часть, хорошая положительная сторона моя. И всегда отвечаю подписчикам, если даже они пишут просто «привет», я просто сердечко поставлю, то, что, понятно, я посмотрел, оценил, привет. То есть это, я даже всем говорю, когда там какие-то мастер-классы, 50% успеха – это общение с подписчиками, потому что земля круглая. Сколько в среднем лет вашему зрителю? Кто в основном? Молодая аудитория вас смотрит или наоборот, может быть, там пожилые? Смотрят, в принципе, там, от 17 до 50 лет, да. Основная аудитория – это 24-34 категории, да, вот возраста. Но есть такие, которые, допустим, старшие ставят лайки, молодежь не ставит лайки, старшие комментируют, молодежь, когда что-то им не нравится, комментирует. То есть вот такое есть. В основном, не пожилые уж, взрослые люди комментируют, общаются, пишут, знаете, не просто там, допустим, лайк какой-то, а полноценный какой-то комментарий, там какая-то конструктивная критика, которую ты читаешь, начинаешь там уже переписываться, то есть там один вопрос переходит там целый диалог. Но в основном это там, больше 30, потому что у меня там мало, так скажем, юмора. В основном это воспоминания, которые вот люди читают, ой, там я окунулся в воспоминания, мне так приятно. То есть я работаю на них больше, потому что это рабочие мои друзья. А если вот из региона смотреть, большинство подписчиков по-любому из Татарстана. Да. А есть какие-то другие вот страны, может быть, регионы российские? Вообще, основная цель, после того, как я вот говорил же про деревню, там, популяризацию там, своей деревни, потом каждый раз цели менялись. Допустим, популяризация родного языка в интернете, то есть татарского языка, да, то есть я начал этим заниматься. Я начал помогать новым татарским блогерам, которые что-то пытаются, и у них нет площадки, а есть площадка у меня. Я начал их выкладывать, да. Что касается вашего вопроса, в связи с этим вообще, то есть не только Татарстан, есть там с Астрахани, я со всеми общаюсь, я всем отвечаю, они вообще везде. Пишут там с Ирана, там
ну, Сирия, не Сирия уж. В общем, со всех пишут регионов. С Америки, я там 5 лет тому назад переехала. Помню, девушка написала из Баку, женщина. Я ездил в Мамадышский район, снял Мамадыш. Он такой, ой, я, говорит, там не была 15 лет, так приятно посмотреть. То есть вообще весь мир. То есть цель моя — это объединение всех татар мира у себя на странице. Может, приглашают куда-нибудь за рубеж? Вот, Приглашают. Приглашают из-за рубеж, и я даже стараюсь ездить. Я, допустим, в том году специально поехал в Сабантуй, Новую Улюзань. То есть это татарская деревня в Пензе. Специально поехал по приглашению. Вообще стараюсь ездить. В этом году, надеюсь, поеду в Астрахань. Тоже ребята позвали, да? Это я с ним познакомился в Дни татарской молодежи. Вообще много куда зовут, много куда хочу. И это приятно, когда тебя все зовут, ты всех знаешь, со всеми хорошо общаешься, помогаешь им, они тебе помогают, потому что ни для кого не секрет, многие, те, которые живут, допустим, которые родились не в Татарстане, они плохо разговаривают на татарском языке, но у них есть стремление изучать татарский язык, они смотрят меня, там, пытаются что-то сами делать интересное татарское, они пишут там «Салям, Ринат», то есть они вот, начинают даже, допустим, когда вот мы знакомимся, там, пару фраз на татарском, но потом извиняются, что плохо говорят, но все равно пытаются, что-то делают, из-за этого есть желание, но пока у меня есть официальная работа, из-за этого пока не получается. Вообще желание бешеное. А работу не хотите вот оставить из-за всего этого, посвятить только себя Богу? Вот смотрите, когда я создавал свой блог, у меня не было цели зарабатывать деньги, да? Сейчас ни для кого не секрет, я потихоньку зарабатываю, потому что в этом году будет у меня свадьба, и надо копить на свадьбу, у меня еще ипотека, в связи с этим как бы я не то чтобы превратил, но в месяц 1, 2, там 3 рекламы я ставлю. Работу я никак не брошу, потому что мне придется полностью переквалифицировать свою страницу на такую рекламную, да, страницу. И так как цели изначально не было зарабатывать, из-за этого я не ставлю такие цели, и работу я точно не брошу, потому что надо работать, потому что что мне на пенсии, кто мне будет платить пенсию? Блок, что ли, там? Ну, то есть надо, официальную работу нужна, она всегда нужна, всем нужна, чтобы пенсионное отчисление, чтобы налоги платить. Как получилось, что вас узнал президент Республики Татарстан? 22 мая в прошлом году мы с ним встретились в штабе, это креативное пространство, штаб, да. Когда я заводил только блог, у всех есть свои мечты, у меня была мечта, чтобы он ко мне подписался, мы с ним были знакомы, чтобы я стал известным. Ого-го, я такой... Вот. В общем, в мае мы с ним познакомились. Когда я был в Нижнекамске, мы проводили инстамиты. Инстамиты — это где встречаются блогеры, инстаграмеры, которые любят Инстаграм, которые хотят там показать красоту через Инстаграм людям. Мы ездили там в Альметьевск, в Булгары, в Елабугу, то есть показывали красивые места вот с обычных людей, с нашей стороны, да. И я приехал сюда, в Казань, начал работать, и тут тоже проводили инстамиты. Я в них участвовал. Нас позвали рассказать об этих инстамитах, сколько людей приходили, какие блогеры приезжали, и сказали, если что, там, как бы вдруг там захочешь, там, и не захочешь даже, возможно, там тебе дадим слово, что-нибудь скажешь. Ну, татарский блогер же. Все, я тут. Я не готовился к встрече, но не готовился к встрече там в тот день. Но я готовился к встрече с самого начала, когда я только завел блог, то, что если вдруг я встречусь, что я ему скажу. Вот мы с ним встретились, я представился, я говорю, если вот, ну, меня зовут Ринат, Мимбринч татар блогера, сейчас уж по-русски начну говорить. Я говорю, если вы ко мне подпишетесь, вам будет интересно. Почему интересно? Потому что на своей странице я рассказываю о своей деревне, о своих родных, вообще о своей жизни, какие мероприятия татарские проводятся. Я говорю, вот, допустим, вы, говорю, вот недавно были в Астрахани на Сабантуе, у меня там есть друзья, я попросил их снять ролик специально для моего блога, они сняли, привет передали с Астрахани, там Астрахани татары, круто. То есть я выложил себя, подписчики узнали, что вот в Астрахани такой крутой Сабантуй. Он такой, замечательно. А где, говорит, у тебя деревня? Я говорю, у мамы там в Мамадышском районе, у папы в Нижнекамском, о, замечательно. А сколько у тебя подписчиков? И как раз тогда у меня цифра была 50 тысяч. То есть такая красивая цифра, где 50 тысяч подписчиков. Он такой, о, прикольно. А кто, говорит, еще есть помимо тебя? Я тут начал думать, такой, группа была Казак-Музык, она и сейчас есть, которая, ну, там как паблик ведется. Потом была Барова, который снимает вайны. То есть мы с ними хорошо общаемся, знакомы, я им в свое время помогал, и мы друг другу помогаем. Он такой, и все? Я говорю, ну да, и все. Он такой, ну, найди свою страницу, дает мне свой телефон, я нахожу, подписываюсь сам, ну, так рефлекторно нажимаю, я даю ему телефон. И все, после этого там попрощались, хотели, как все, он уже отходит. Я такой говорю, какой же, я говорю, блогер, если мы не сделаем селфи? Говорю, можно же самому, говорю, с вами селфи сделать? Все, мы сделали селфи. Он такой, а давайте на мой телефон тоже, дал свой телефон, сфотографировали и сразу же выложил. И вот моя мечта 22 мая исполнилась. Вот такая вот
то есть я с ним разговариваю буквально минуту. То есть я должен был за минуту его просто заинтересовать. Что мне помогло? Родной язык. То есть понимание, что раз, я еще простой человек. Вот из-за этого, то есть вот, буквально минута разговора, и заинтересовал, он подписался. Он до сих пор на вас подписан? Да. Лайки, комментирует? Да, знаете, прошло полгода, как он первый раз лайкнул. То есть я заходил в сторис, смотрел то, что он видит сторис, там, ну, высвечивается, да, Руслан Ильич Минихан смотрит сторис, да, все классно. Но лайки никогда не ставил. И получается май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь. В ноябре он поставил первый раз лайк, и то я это сразу не заметил, потому что большое количество лайков. Мне пишут там, типа, вот поставил, оказывается, там, ну, видно, вот такого, нифига себе. Смотрю, какой пост. Пост, где бабушка и дедушка, где я приезжаю год тому назад к ним в деревню, не в деревню, они приезжают на Новый год к нам в город, я в костюме Деда Мороза их встречаю и в них взял интервью. Так, поставил камеру, такие смотрят и увидят себя, потому что внешнюю камеру я включил. Такая, и говорят то, что, ой, спасибо, сын уже говорит, Улом, за то, что приехал, увидел, как бы, когда мы живые, снял нас, возможно, это будет как бы воспоминание для вас. Там, ну, то есть такое прикольное, приятное сообщение было, поздравил всех с Новым годом, с наступающим. Я это выложил. Первый лайк вот как раз за это видео я получил, так как награду говорю. То есть просто многие спрашивают, подписался, ставят лайки, нет, не ставят. Ну все. А тут, видите, ставит. То есть он 3-4 раза уже поставил лайки. Отлично. На улице вас узнают, фотографируются с вами? Да, на улице узнают. Первый раз меня узнали как раз-таки вот на этом пересечении, да, когда я шел с работы, это 2016 год, летом. Меня узнали, я не знал, что делать, я не знал, что с ними разговаривать. Там, вот, вы там Ренат, Татармалай, да, и, там, здравствуйте, сямесес. Все, буквально 2-3 минуты селфи сделали, и все, разошлись. Я такой думаю, Ренат, надо исправляться в таких ситуациях, надо что-то придумать, потому что я межуюсь, там, они тоже такие стесняются, и мы тут такие два стоим и не знаем, что сказать. И после этого я всегда, когда меня кто-то узнает, во-первых, я здороваюсь, потому что ко мне подходит так, как будто друган-братан, а это привет, то есть я-то их не знаю, они все про меня знают, я их не знаю. Я знакомлюсь, спрашиваю, откуда он, когда на меня подписался, там, что нравится, что не нравится на странице. То есть пытаюсь как бы сам разговор начать, сам спросить, то есть вот узнает, знаете, в торговый центр приду, 3 человека узнает, 5 человек напишет, мы тебя видели в Меге. То есть, ну, я уже привык, это прикольно. Кто узнает именно в основном? Это в основном молодежь, в основном подходят девушки, парни что-то стесняются, потом только пишут, там, моя братан, или со спины сфоткают, я говорю, почему ж ты, говорю, не подошел, там, постеснялся, я говорю, ну, не надо, говорю, стесняться. Негатив какой-то есть у вас в комментариях, может быть, или в жизни как-то наблюдаете? Хейтеры, да, негатив. Негатив, во-первых, он всегда есть, негатив он нужен, всегда хорошим тоже плохо быть. Негатив в основном, знаете, допустим, когда что-то, какой-то, знаете, какой-то, даже не флешмоб, уж помните, вот про Мьянму рассказывали, где мусульман там принижали, вот это все. И все начали выкладывать там красную руку. Почему, Ренат, ты не выкладываешь, ты что, не мусульманин? То есть вот такая критика. Я полез в интернет, начал читать про эту Мьянму. Оказывается, там уже до того, как этот флешмоб появился, там уже 12 лет их ущемляют. То есть это глобальная проблема. И моим одним репостом это никак не изменится. Это раз. Во-вторых, я объясняю то, что у меня только позитивная страница. Нету негатива, нет там никаких происшествий, там политики нет. Из-за этого я вот негатив только в этом почему-то не участвовал, почему-то не выложил и так далее, и так далее. Это вот не только, это один из примеров. Много негатива. Бывает, негатив был, когда у меня есть такая коронная фраза «дусларым матурларым», которая по всему, прям, по всей, там, не знаю, татарской сети тоже распространилась. И вначале парни уже говорили, что за дусларым матурларым, что за какое-то непацановское слово такое, дусларым матурларым, да. Потом я начал уже расшифровывать. То есть я, допустим, я гопник, да, то есть я жил с друзьями, с пацанами, в нашем кругу никогда не было девочек, почему-то сейчас модно, что там встречаются с девочками, даже молодые, у нас не было, мы собирались 5 машин, стояли, включали музыку там, кто-то пил пиво, кто-то семечки грыз, и мы болтали, и не было друзей. И ассоциации, когда ты говорил, дусларам, это как будто друзьям, то есть друзьям, извините, ребятам, а надо было как-то выделить именно в социальных сетях девушек. Вот и дусларам для парней, матурларам для девочек, вот и появился дусларам, матурларам. Сейчас уже все привыкли, сейчас даже в обиходе это есть, все говорят об этом, ну, это уже прикольно. То есть негатив только такой, ну, бывает негатив такой уж, этот, как просто хейтеры, что-то там, допустим, что-то им не нравится, какая-то неконструктивная критика, я сразу их блокирую, сразу их удаляю, если какой-то мат. А если конструктивная критика, то оставляю, что-то даже отвечу, мне даже что-то ответит, потом
там мои защитники ему что-то ответят, то есть это даже прикольно читать, так что это нормально. У вас какой-то фан-клуб есть защитник? Фан-клуб, ну, моя группа сама уж фан-клуб, то есть я порой даже, мама пишет, удали, допустим, у моей девушки, допустим, такой же нос, как у меня, да, то есть такой длинный, с таким бугорком, такой греческий нос, и там пишет, о, там Озонборон, там армянка, грузинка, да, я говорю, пускай стоит, то есть, в принципе, ну, это же не мат, а если какой-то мат, то я оставляю, просто мама пишет, удали, там, про нее плохо написали, я говорю, нормально все. Вот про рекламу вы говорили, что бывает, что месяц там выкладываете. Да. Сколько за рекламу предлагают? Сколько за Во-первых, когда я начал рекламу выкладывать, это было после того, как я год вел страницу, да, я каждый вопрос обсуждаю с своими подписчиками, я написал, помню, в прошлом году, как раз в январе, я написал, я начал встречаться с девушкой, я написал, думаю, денег сейчас уже будет не хватать, надо зарабатывать. Я говорю, вы не против, если будет реклама? Все такие, нет, ты стараешься для нас, почему бы и нет? Все, я начал выкладывать рекламу, тогда я брал 1000 рублей, первая реклама делал это кафе Тюбетей. Сделал я ее нативно, то есть я не просто там приходите в Тюбетей и супер шпишмаки. Я позвонил им, сказал, что я приду как ревизор, то есть за день, даже не за день, в этот день я сказал, я приду там, вот, там на университетскую, допустим. Все, я туда пришел, я снял просто изнутри, соответственно, если изнутри хорошо, то, соответственно, значит, снаружи тоже круто. Вот буквально минутный ролик снял, выложил, вот это первый мой заработок был 1000 рублей. Вот, предложения уйма, предложения всякие бывают, там, вплоть до, там, допустим, ну, Курбан-Байрам, там, барашка там продать надо, там, когда огороды там, травить, там, ну, дарулар, там, какие-то там эти, то есть, ну, травить жуков, то есть, вот, все через меня хотят продать, квартиры продать, машины продать, прям вообще все. Но я все фильтрую, там, если в день, допустим, не в день уж, а в месяц, пускай будет 100, допустим, предложений, ну, 2-3 я выбираю таких интересных для меня. Бывает, некоторый раз приходится выбирать там, где хорошо предложат. Вот если уж, допустим, вам интересны цифры, я никогда не скрываю это. Пост, допустим, я сейчас выкладываю за 5000 рублей, то есть я сам монтирую, стараюсь даже сам приходить, то есть не просто там где-то издалека, прийти, посмотреть, сделать, снять, отредактировать и выложить. И в сторис 1000 рублей. Я это даже писал посты, то, что я собираю на свадьбу, ничего в этом плохого нет. То есть я надеюсь, когда я соберу, когда свадьба пройдет, я скажу, ребят, вот я заработал на там столько-то, столько-то, там это там вот, помогло окупить свадьбу там на 50%, допустим. То есть это не хвастовство, это просто жизнь. Так, раз уж я открытый, почему бы, как бы я все пишу, все рассказываю. Людям это нравится. А? Налоги не приходится платить, потому что я не ИП. Как-то с налоговиками я разговаривал, они сказали, пока, еще, наверное, не скоро мы сможем как-то взять, да, в принципе, надо будет, будем платить. Легко. Про девушку хотела как раз спросить, у вас скоро свадьба, с ней вы как познакомились, она же тоже какая-то из ваших подписчиков, по-моему. Да, мы с ней познакомились 27 января в прошлом году, был год, как мы с ней знакомы. Мы познакомились на татарской дискотеке в Корстоне, да, в Жужу-баре, там Ильнас Сафиуллин проводит крутые вечеринки. В общем, позвал нас на дискотеку, ко мне приехал брат с Нижнекамска, я позвал всех друзей, тут мы танцуем, все весело, издалека смотрит какая девушка такая симпатичная, высокая, красивая, да, смотрит издалека, смотрит в нашу сторону, смотрит, а как раз Ильнас Сафиуллин представил, я так стесняюсь, там, у нас дискотеки Татармала, я там, все там, все узнали, все смотрят, ты сидишь, стесняешься. Я сам тоже человек, ну такой, как говорят, не популярный, типа общественный, да, ну я всегда, даже если куда-то прихожу, там это и пропал, то есть. Соответственно, я ее увидел, все там, какой-то медляк начался, она подошла, сфотографировалась, а у нее как бы там телефон чуть похуже был моего, я говорю, давай, это я через свой сниму, напишешь мне, я тебе отправлю фотографии. Все, после этого мы с ней познакомились, начали встречаться. Вот уже год как встречаемся, и в этом году будет свадьба. То есть все легко и просто. Пришла салфануться, вот и салфанулись на всю жизнь. Подписчицы отреагировали на то, что у вас появилась девушка, вот то, что вы собираетесь жениться, может быть, как-то вот расстроились некоторые? Ну, мне многие говорили то, что типа многие в шоу-бизнесе не выкладывают своих девушек, чтобы не отпугнуть поклонниц, там, певцы, как бы в основном они сами фоткаются без своих девушек. Я ровно 10 месяцев не показывал свою девушку, всегда сфотографировался со спины. Многие там думали, что это типа просто там
специально, типа, думать, то, что у Рената есть девушка. Все думали, что это разные девушки, прикалывались, типа, ты, наверное, с разными девушками фоткаешься, пока, типа, 100% не решишь, потом уже выложишь ее. Вот. Отписок не было, были только позитивные комментарии. Это даже чувствуется, как вот свою работу, как свой пост оценить. Соответственно, по лайкам, по комментариям. Если я один фотографируюсь, там, допустим, 2000-3000 лайков. Если я девушкой сфотографируюсь, это 5000 лайков, это куча комментариев, какие вы красивые, будьте счастливы. То есть, соответственно, я думаю, это показатель того, что это, наоборот, в плюс. Даже когда какой-то рекламный пост, я даже девушке говорю, давай, вместе сфотографируемся, чтобы, рекламодатель был доволен, то, что большое количество просмотров, то, что большое количество отдача. То есть из-за этого даже появилась такая там, допустим, реклама косметики, все для нее. То есть, вот. Она поддерживает вашу? Да, она поддерживает. Поддерживает как там комментарием, там, да, прикольно, там, да, лучше вот это не надо делать. То есть, если раньше, допустим, и раньше, и сейчас мама помогает мне, там, как секретарь, ты тут ошибся, лучше это не надо, эту тему не поднимай. Сейчас с девушкой также общаемся, то есть она как советчик со стороны, я же со стороны парня все смотрю. Я говорю, вот, а как ты думаешь, эта фотка девушке понравится или это? Она говорит, вот это. Я говорю, вот, давай тогда это выкладываю. То есть это нормально, потому что я же в Инстаграме, я должен со всех сторон уже смотреть. Мама со стороны взрослых, моя девушка со стороны там, девушек молодых, я со стороны парней. Сама она не блогер, не ведет? Сама она не блогер, не ведет. Она очень стеснительный человек, да. Если бы, наверное, захотела бы, она бы сказала бы изначально, давай меня тоже выкладывай, давай, там, у меня куча... не такая она, простая, обычная. И, повторюсь, эти 10 месяцев, это не моя... Там прерогатива была то, что там, давай со спины фоткаться. Просто она не хотела фоткаться, чтобы показывать себя. Многие думали, ты, наверное, ее не любишь, из-за этого у себя даже страницы не выкладываешь. Я говорю, нет, конечно, люблю. И после этого вот все отлично, то есть постоянно выкладываю, и все нормально. Сейчас у вас какие-то новые посты появились, вы худеете, там, здоровый образ жизни ведете? Да, я вообще постоянно, чуть ли не каждые 3 месяца я выкладываю. Раньше я весил 103 килограмма. Перед приездом в Казань я похудел на 30 килограммов, да. Сейчас я живу, сейчас, получается, уже 3-й год будет в декабре, да, 2 года. За 2 года я набрал почти что 15 килограммов. Всем я говорю то, что это специально для моего глобального проекта. Вчера этот глобальный проект начал, то есть я планирую за месяц похудеть. Там, количество я не сказал, насколько я похудею, просто чтобы это было, чтобы это видно было на лицо. Я говорю, из-за этого я не буду бриться, говорю, стричься. Они такие, специально, говорят, чтобы на лицо. Понятно будет, что я побреюсь и постригусь, и будет на лицо, что я там изменился. Вот, то есть вообще я всегда стараюсь людей мотивировать, собой мотивировать, показывать то, что реально я был очень крупный, и то, что возможно похудеть. Да, многие говорят, 10-й раз, там, 100-й раз уже начинаешь, ничего не получится. То есть, вот, надеюсь, это уже будет такая точка, и уже где меня будут знать не только там Татар Малай, который ведет блог на татарском языке, который там объединил всех татар путем флешмоба, но еще человек, который там смотивировал людей, и они там похудели, реально круто. То есть, вот, надеюсь, это будет точка, где потом я уже не спущусь и не буду опять таким. По мне просто не видно, но вот когда вот все там не видно, а когда ты раздеваешься, бульк, все вылезло. По бокам еще и живот. Вы куда-то, конкретно цель какая-то, к свадьбе худеете? Да, конкретно худею к свадьбе, потому что, не знаю, вот, кто меня будет смотреть, они, наверное, меня поймут, кто такой крупненький, да, и кто похудел. Когда ты раньше, все мы любим красиво одеваться, даже парни любят красиво одеваться, они лгут, то, что нет, типа, нам без разницы. То есть все мы любим одеваться, приходишь ты в какой-то крутой там магазин одежды, выбираешь себе одежду, все, приходишь в примерочную, не лезет, давайте что есть. Все, тебе дают то, что тебе лезет, но это тебе нравится, но это тебе лезет. Все, ты одеваешь и уходишь. А когда ты похудеешь, когда ты становишься таким классным, ты просто берешь, лезет, и ты просто там уже еще больше увереннее себя чувствуешь. Это такой кайф, когда там одежда, та, которая тебе нравится, влезает в тебя. Это просто такой маленький пример, но это круто. Из-за этого... Какой у вас вопрос был еще? С этим связано, да? Да. То есть, да, к свадьбе худей. И вот, да, то есть у меня есть 3 пиджака, где я был 103 килограмма, где я там стал 85 и где был 73. Все, извините, сейчас в него не влезаю я. Сейчас влезаю в этот пиджак. Но хочется уже другой пиджак, где вот такой уже красивый, крутой. То есть... Совет можете дать, как стать популярным блогером? Достаточно, там, не знаю, котиков только выкладывать или там писать каждый день с добрым утром? Или нужна какая-то своя стратегия? Своя стратегия нужна. Дело в том, что изначально ты как личность никому не интересен, если там, ты, там, допустим, не мажор, у тебя нет денег на рекламу, ты там не знаешь популярных людей, ты нигде не светишься. Многие грамотно начинают, там,
пообщавшись со мной. То есть мой пример — это я завел паблик, большое количество подписчиков, и уже сам как личность начал что-то монтировать, начал что-то выкладывать, начал что-то куда-то ездить. То есть изначально, если ты обычный человек, как я, который там родители работают на заводе, ты там всю жизнь работал с 17 лет, да, там, завести какой-то интересный паблик или начать снимать вайны, только качественные. То есть сними ты один крутой, качественный вайн, там, найми оператора, там, интересный сюжет, пускай будет там, минутный, там, 30-секундный, выложи его один раз в неделю, но если он хайповый, если он прикольный, он реально распространится. Специально, когда Руслан Гугалевич меня спросил, кто помимо тебя есть, я же сказал, Буладбаров, Казак-Мазак, после этого я создал группу Татар Суперстар. Сейчас на данный момент за 1 год там подписалось уже 42 тысячи подписчиков, да. Это площадка, я называю площадкой для новых там блогеров татарских, кто что-то пытается, даже не только вайнеров, вообще блогеров, кто что-то пытается татарское сделать. Я их с удовольствием выкладываю. Много примеров, когда, допустим, я там или нас кого-то выкладываю, и они становились популярными, и сейчас как блогеры там у них по 22 тысячи подписчиков, да. Много было ситуаций, когда там по моей там консультации люди реально видно было, что они росли, там даже больше меня уже стали, да, допустим. То есть просто надо, то есть просто сейчас, допустим, я как бы пытаюсь их заполонить, чтобы они были, чтобы как бы это вообще нас еще мало, нас очень мало именно татарских блогеров. И эта сеть, прям каждый может стать блогером крутым, если что-то прикольно сделать. И ну, даже если попросить совет, с удовольствием помогу, расскажу. Так что возможностей полно. Планы какими-нибудь ближайшими поделитесь? Да. Каждый год я ставил себе какие-то планы, допустим, вот как этот правительство, там, год экологии, год там спорта, да, то есть у меня всегда там год, допустим, все, Ренат, 2017 год, ты посвящаешь там найти девушку и вести блог, то есть ты вот просто реально работаешь, там, вот, ты все свои свободное время посвящаешь блогу, ты куда-то ездишь, ты что-то делаешь, все окей. Это был 2017 год, 2016 год был там вот связан тоже с блогом, опять-таки. Сейчас 2018 год, это, соответственно, свадьба, это семья, это зарабатывание денег, чтобы это было не в ущерб моему блогу, да. Хочется оставаться народным блогером, то есть есть же народные артисты, да, есть просто там шоу-бизнес, а хочется там быть реально народным блогером. То есть пока это, в основном это семья, деньги, ипотека. То есть пока вот, то есть тут не в обиду моим подписчикам, как бы блог также я веду, но пока связаны там больше, я вот даже если последние посты замечаете, в деревне, то есть все пока такое, то есть все домашнее, семейное, без никаких куда там крутых каких-то поездок. То есть пока это семья. Надеюсь, так и будет до конца. Детей своих буду снимать. Полная и достоверная информация о Республике Татарстан. Информационное агентство «Татаринформ».